зовут Ихсан. Наша компания оказывает услуги экспорта и импорта. Сегодня немножко рассмотрим экспорт и импорт Российской Федерации. С чего начать, на что обратить внимание, иншаллах. Рассмотрим вкратце особенности работы с арабскими странами, да, как с нашими братьями-мусульманами. Не только арабские страны, там у нас есть и Северная Африка, и Азия есть у нас также мусульмане. Ну, здесь надо смотреть с двух сторон. Есть те, кто производитель, и есть кто хочет заняться непосредственно экспортом. Те, кто производитель, ему, конечно, проще, у него есть определенный товар, и он может уже может выходить смело. Почему? Потому что на его товар он уже свою наценку сделал, то есть он может напрямую выйти, предложить свой товар. Но те, кто хочет заняться именно экспортом, и тот, кто еще не может выйти или не может с чего начать, я сейчас вам немножко расскажу об этом, с чего начать и как это лучше делать на своем опыте. Итак, у вас есть товар определенный, да, к примеру, вы хотите выйти на международную торговлю или на международную арену, с чего начать? Первое, конечно, это изучить страну, да, в которую вы хотите свой товар продавать. Значит, посмотреть цены конкурентов, изучить в сфере логистики, значит, условия поставки. Сейчас я вот все внимательно распишу. Значит, с чего, где взять эту информацию, да? Ну, понятно, что интернет это интернет, но есть специальные ресурсы для именно предпринимателей, где можно посмотреть, что предлагают зарубежные поставщики. Там есть и крупные поставщики, есть и средние фирмы такие. В принципе, там весь мир сидит. Я вам сейчас напишу, что вы знали. Но флагма это более... сейчас я напишу. Флагма.ру. Здесь, наверное, страны ЕАЭС, я вам потом расскажу, да, Российская Федерация, там страны ЕАЭС и немножко это Восточная Европа. ЕС напишу, к примеру. Здесь вы можете посмотреть как поставщиков, так и продавателей. У кого какие цены. И вот здесь уже можно ориентироваться, проходит ли ваш продукт по такой цене или нет. Вот. Второй, более серьезный сайт, к сожалению, его, конечно, блокирует Российская Федерация, но кому интересно будет, я вам потом дам, как заходить. Этот сайт называется, наверное, может кто знает, может кто слышал, называется он сайт LinkedIn. LinkedIn, вот так примерно. Здесь сидит весь мир. Здесь сидят и крупные импортеры, экспортеры. Здесь, в принципе, можно познакомиться с любым производителем. Но здесь такой момент, что здесь надо заходить, я вам потом объясню, каким образом. Здесь просто так не зайдешь там. Ну, просто зашел, его блокирует. Я вам потом объясню, каким моментом заходить. Итак, вы определились с товаром, нашли, допустим, покупателя, да, своего, начали с ним вести диалог. Значит, обговариваете цену, к примеру, и он обязательно вам ставит условия поставки. Какие условия будут поставки? Давайте я вам как раз расскажу, что узнали. Первое, это, конечно, у нас, чтобы, наверное, кто-то слышал, это первое, это ФОП, да, на условиях ФОПа. Что такое условия ФОП? ФОП это, значит, цена, которую вы, значит, поставляете поставщику или в порту, или обусловленном городе. Порт или город. Сюда входит. Здесь вы российский товар свой делаете таможенную очистку и делаете перетарку. То есть грузите его на фуру или, допустим, корабль. Это тоже вы платите. Но там тоже есть такой момент в международном договоре, это вы все обговариваете, какие условия поставки. Это был первый момент ФОП. Второй на условиях ФСА. Здесь это самовывоз. Что сюда входит? Здесь дают, допустим, цену, допустим, там $1.50 килограмм, там, к примеру, на условиях ФСА. ФСА это значит, допустим, с места, допустим, или, ну, к примеру, или вы, допустим, производитель говорите, на условиях ФСА, забирайте, значит, из завода или со своего склада на ФСА, все. То есть он приедет со своим транспортом, забирает. Но здесь тоже еще момент, он может вам сказать, на условиях ФСА, но вы должны мне затаможить. То есть таможенная очистка. Это российская таможня. Вы ее затамаживаете, даете ему декларацию, и все, он увозит свой товар. В основном ФСА, это здесь у нас по России, здесь в основном, если вы, допустим, в Европу возите, здесь в основном перевозчики, это у нас
Молдавия, латыши, Прибалтика, страны Прибалтики, Молдавия. Русскоязычные страны в основном сюда ездят, к нам в Россию. Вот. Значит, третий момент. Так, видно здесь вам это или здесь, наверное, напишу сейчас. Так, давайте здесь. Видно вам, да? Давайте уберу сейчас. Третье условие – это ЦФР. ЦФР. ЦФР – это у нас, чтобы понимали, ЦФР – это значит доставка до города или до порта заказчика с страховкой груза. То есть, понимаете, да? Обязательно это условие. Почему? Потому что вы ему отгрузили, допустим, контейнер, да? Он приехал заказчик, он говорит: дружище, извини, я не принимаю ваш товар, потому что там есть брак. Ну, к примеру, какие-то товар, который требует какого-то специального транспортирования. Здесь, как правило, страхует или сама транспортная компания, страхует транспортная компания, или обыкновенная компания у нас вот есть в России. Там, примерно, они берут, наверное, там процент небольшой, но все равно хоть какой-то будет у вас страховка перед заказчиком. Так, СИФ доставка. СИФ, на условиях СИФ, это без страховки. То есть, что сюда входит? Здесь, значит, вы осуществляете таможенную очистку, да, товара, российская таможня, значит, осуществляете полную очистку, доставляете груз до порта или до города заказчика. К примеру, там, он говорит вам: вот мне дайте СИФ, вы затамаживаете, делаете логистику, и все, он получает груз у себя там в порту или в город назначения. Есть самый последний XView. XView это термин такой типа отворот. Вот на этих условиях, как правило, работают арабы. Что это такое XView? Это вот пример, как вот был такой у нас один, не контракт, да, это как бы такой тоже был момент. Значит, один купил финики у араба, а ему араб говорит: так, вот мои финики, вот ворота, пожалуйста, забирай куда хочешь. Это вот называется XQ. Ну как вот вы, допустим, например, живете в Челнах, у вас груз лежит в Саудовской Аравии, да, как забрать его? Ну, пример вот. Вопрос такой, да, вот ты же ему скажешь: помоги, а он скажет: извини, вот XQ, от ворот сам забирай. Что в таких случаях делать? Есть торговые агенты. Торговые агенты. Как правило, это арабы. Или этнические, которые уже там живут, которые получили гражданство. Они открывают фирму и помогают вам экспортировать. Как правило, пример, чтобы вы знали для информации, цена 40-футовый контейнер, да, к примеру, порт Джидда до порта Новороссийска, Джидда, вот тут так поставлю, чтобы Джидда до Новороссийска, примерно составляет где-то $2000-$2500 за 40-футовый контейнер. Доставка. Идет он примерно где-то 25-30 дней. Если надо будет, я потом вам дам этот контакт, кому интересно будет, кто хочет зайти туда именно. Вот. Также, значит, есть у нас еще мусульмане, как вы знаете, в странах таможенного союза. Кто записал, могу стереть или оставить пока? Записали? Кому? Угу. Все хорошо. Но я потом еще вам распишу, или как это? Оставить? Ну ладно, сейчас я это уберу. Так. Я уже сказал, что есть у нас союз, да? Там у нас тоже есть братья-мусульмане. Это у нас страны Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия. Казахстан, Киргизия, конечно, тоже братья-мусульмане, но я вам скажу так, что там многие, конечно, этим прикрываются. На самом деле это очень там выходить с казахами работа, я вам скажу так, что если только знаете кого-то конкретно знакомый, или кто-то вам посоветовал, многие уже, наверное, знают, как они работают. Вот. Как правило, они с ними работают крайне тяжело, потому что они просят очень низкую цену за российский товар. И, как правило, очень требуют НДС. Кто понимает, да? То есть, когда вы экспортируете, вы нулевую ставку делаете. То есть, если вы работаете с НДСом, к примеру, вы купили товар у кого-то с НДСом, вы уже ему выставляете нулевой НДС.
при экспорте НДС убирается. То есть вы можете себе его возместить. Понимаете, да? Но казахи и вот эти страны, потому что они знают, что вы НДС убираете, и может вас попросить скидку. Типа, вот, дружище, дай мне вот скидку, иначе и тогда я тебе куплю. Ну, там можно торговаться, если, конечно, цена у вас там, допустим, более-менее проходная, можно и не обозначать момент. Вот. Здесь, почему я обращаю момент, кто хочет заниматься, к примеру, вот, экспортом, вот, с чего именно начать, я вам даже на своем пути говорю, что самое простое начать здесь. Почему? Потому что в странах таможенного Евросоюза здесь таможенная декларация не подается. То есть беспошлинная зона. Вы заключили договор, к примеру, да, значит, договорились, сделали валютные расчеты, к примеру, и все, и отгружаете. Но здесь обратите внимание на то, что при каждой отгрузке подается стат-отчетность таможню. То есть вы или вы уполномоченное лицо подает стат-отчетность в таможню о грузе, о котором вы отправили. Вот. Если вы это не сдадите, там, по-моему, через месяц, на течение 3 дней, там, на следующий месяц должны сдать. Если не сдадите, это будет как бы нарушение, и вам могут привлечь, там, ну, на первый раз предупреждение будет, а второй раз уже там штраф, по-моему, где-то в размере 50 тысяч рублей. Вот. Если еще забыл, здесь еще забыл давать, слово еще есть ДАП, это тоже, это полная доставка, грубо говоря, уплата с таможнями, ДАП. Вот. ДАП. Так, Евросоюзу понятно. Ну, с Евросоюзом, в принципе, чуть-чуть посложнее будет. Почему? Потому что после того, как создали ЕАЭС, наши сертификаты, которые у нас выдаются, Евросоюз их не принимает. То есть они недействительны там. Вот. Как страны, как говорится, пробиться на Евросоюз? Как правило, делают так. К примеру, страны Прибалтики, да, Прибалтика покупает у вас товар, ставит Made in ЕС и продают уже Европу. Но прибалты, они тоже хитрые, они ставят тут минимальную цену, потому что они там сидят, сами же перекупы. Вот. А я вам расскажу сейчас, как выйти на поставщиков. Вот именно Алмаз Мунавьяров указал, что кто является вот, членами соцпредпринимателей. Я вам потом чуть как раз расскажу, что именно дает нам, как экспортерам или импортерам. Вот. Ну, также еще хочу напомнить вам, сейчас я это стеру вкратце. Вот, как перемещается груз, да, какие у нас документы используются. Это в основном, это первый, самый распространенный в России, это ЦМР. ЦМР, да, знаете, кто слышал? ЦМР — это транспортная накладная, с помощью которой перевозится груз. Это у нас в основном в России развито. Ну, ЦМР, это, по-моему, от немцев вышло этот. И есть еще один. Видели, наверное, на фурах, да? Кто ездит, обращайте внимание, на фурах написано ТИР. Видели, да? Что такое ТИР? ТИР — это корнет. Это французская система перевоза корнет. То есть там груз в ящиках упаковано, опечатано, и там такая книжка написана груз. Как правило, здесь ТИР-корнет используют страны Афганистан и Иран. Почему? Потому что в Афганистане, слышите, знаете, да, там чуть-чуть у нас, конечно, есть и братья-талибы, там между собой есть разборки. Как правило, когда они у нас покупают груз, когда заходят, если там корнета нет, они просто забирают груз и все. Типа, ну, не по шариату, забирают груз и все. Там как бы есть такие моменты между собой. А вот когда уже у вас опечатанный, там стоит ТИР, корнет, как правило, не трогать, потому что там все как бы законно проверено. Они как бы все равно соблюдают, там уже все равно живут, более-менее шариат существует. И есть понятие, что если это все опечатано, значит все нельзя трогать. Вот. Также хочу вам еще добавить, ну что мы тут, в принципе, основной момент рассмотрели. Вот. Но расскажу чуть-чуть о наших услугах, да, чем мы занимаемся. Мы оказываем услуги экспорта и импорта тем фирмам, которые как бы или не хотят связываться, или пока еще не дошли до этого уровня. Как мы работаем? К примеру, вы нашли покупателя, да, за рубежом, договорились о цене. Мы, значит, выступаем как на условиях контрдержателя. То есть мы заключаем с вами договор купли-продажи, к примеру, да, ваши товары, и заключаем международный контракт с ними. Мы свою наценку не делаем. Значит, после того, как ваш покупатель, да, перевел нам деньги в валюту, мы конвертируем его и перегоняем вам.
То есть перечисляем вам. Я у вас товар покупаю и перепродаю вашему контрагенту иностранному. Всю ответственность ложится на нас. То есть мы делаем под полный ключ. Берем логистику, таможенную очистку и доставляем до вашего партнера или покупателя. И еще момент я забыл добавить, странами, с арабскими странами, ну, еще особенность торговли. Многие спрашивают аккредитив. Слышали, наверное, да? Кто сталкивался с аккредитивом? Что такое аккредитив? Аккредитив — это, можно сказать так, банковская гарантия. То есть вы продали товар, пока вы деньги не получите, пока товар не доедет. Как правило, в Саудовской Аравии товар приехал, они смотрят, если товар тот, который вы договорились, такого качества, и все, вам деньги уходят на ваш банк. Но, как правило, мой совет с аккредитивом не связан. Почему? Потому что у нас в стране это слабо развито, и доверия банкам, тем более российским, нет никакого. Почему? Еще там большие проценты, и оформлять это сложно. В Европе и в арабских странах это нормальное явление. Почему? Потому что, сами знаете, кругом кидало, поэтому они большие деньги, они как бы не рискуют, как просто вот познакомился там, через интернет списались, давай я тебе куплю. Как правило, такого нет. И зайти на арабские страны, да, там, к примеру, там тоже тяжело. Почему? Потому что вы знаете, что там, кто бывал там, в Дубае, например, в Саудовской Аравии, там в основном сидят европейские фирмы. Европейские фирмы, большие магазины. Вот в Дубае, например, вам, как он называется, французский сеть магазинов, конфитюр, наверное, или как он правильно. Как они делают? Они покупают товар здесь, да, по дешевке, и перепродают туда арабам. Сами арабы они не покупают, как правило. Там сидят этнические там, индусы, там, дагестанцы те же самые, которые занимаются такой же перепродажей. Вот. Как правило, очень тяжело выйти, познакомиться напрямую, чтобы им поставлять. Ну, что в основном уходит туда, что для вас, как бы, я скажу информацию, кому интересно, в основном идет сырье. В основном идет у нас масло подсолнечное, масло, крупа, гречка в Дубае идет, хорошо просит. Но цены там такие, что очень тяжело пройти по таким ценам. И изучайте еще, вот кто хочет, допустим, заниматься конкретно, изучайте, что растет, что не растет. К примеру, вот берут хорошо еще пиломатериалы, потому что в Дубае и в этом не растет, в Египте не растет. Они, конечно, тащат с Африки там лес, но лес он не такой, там нет елки, ели. Можно еще выйти, к примеру, фанера, да? Полиэтилен, это не сплошь как курит, там иранцы. Иран там номер один. Вообще Иран, он как бы, вот еще чуть добавлю, время есть, наверное, чуть. Вообще сейчас вот все, конечно, вот Китай, на самом деле Китай это заезженная тема уже. Все сидят на Китае. Нам, как мусульманам, лучше рассматривать такие страны, как Иран, Пакистан, ну и Азия, там уже Индонезия, Малайзия. Но Индонезия, Малайзия, имейте в виду, там логистика, она очень дорогая. У вас цена как бы очень тяжело будет. Ну, есть такие товары специфичные, которые можно, типа, вот, к примеру, что вам подскажу, это ламинат. С Индонезии таскать ламинат. Но он, да, сейчас я еще скажу чуть про импорт. Это в основном ламинат. Но импорт очень тяжело у нас идет в России. Почему? Потому что самые большие пошлины. Входящие пошлины. Чтобы вы понимали, при импорте товара, да, идет 18% у нас НДС, ложится, и пошлина. Многие не понимают, а я же, говорит, вот цена, говорит, вот я посчитал, у нас, говорит, ну, мы же, говорит, проходим. Я говорю, вы не проходите. Почему? Потому что таможня и Российская Федерация, они берут, значит, считают от того, вот, к примеру, у вас стоит товар там $1500, да? Вы от него начинаете считать там 18 НДС процент и пошлина, например, 5%. Таможня считает, но у вас еще груз еще не приехал, вам здесь еще ложится у вас доставка, например, из Китая, да, вы решили купить груз. Здесь еще где-то у вас примерно доставка там $200, да, ну, пример, грубо говоря. Таможня считает, таможня считает от этой суммы. Когда вы прибавили и доставку, от полной суммы она считает у вас НДС и таможенную пошлину. Поэтому у нас выходит импорт такой дорогой. В Дубае, к примеру, в таких развитых странах, у них, грубо говоря, практически нет или есть там 1-2% символические. У них примерно, ну есть там, они сейчас нет, у нас пошлины идут от 0,5%, да, грубо говоря, доходит до 30%.
или до 40. Это зависит от категории товаров. Ну вот пример скажу. Есть такие товары, на которые идут антидемпинговые пошлины. Что такое антидемпинговые пошлины? Это, к примеру, вот, допустим, Нижегородская шина, там Омская шина, они написали заявление правительству, пожалуйста, как бы защитите нас от китайских резин. Что делает государство? Государство еще прибавляет 10%, 10-15% к тем пошлинам, которые есть, еще прибавляет 10%, чтобы защитить своих производителей. Но там тоже зависит от производителя. Если крутой производитель, там еще растет наценка. Поэтому возить резину уже как бы, поэтому смысла нет. Вот. А? Китайскую возят туда, но это уже, как они завозят, тут вопрос такой. Нет, белую завозят, я не спорю, есть такие китайские резины, которые уже, там, к примеру, растаможили в Владивостоке там каким-то образом, ну, там официальные документы и привозят сюда уже. Вот. Иран, Пакистан можно и экспорт рассматривать, и как импорт рассматривать. Но как выходить? Я вам сейчас скажу, чтобы... Вот вы начали, к примеру, сразу не сможете как бы торговаться, да? Вы же не знаете его иранца. Тем более там или пакистанцы, кто такой, что такое. Может он сказать, я мусульманин, на самом деле он просто прикрывается. Вот то, что вот я вам сейчас чуть расскажу про ассоциацию при мусульман, да, ну, сейчас отойдем от темы. Вот мы являемся членом мусульман, почему я это акцентирую внимание, потому что у нас практически в каждой стране есть свой представитель АПМ. Это АПМ? Да, Ассоциация при мусульман. То есть, к примеру, вот мы, когда недавно отправили в Болгарию груз, да, я позвонил нашему представителю в Литве, он с ним связался, все нормально, я как бы уже не переживал. Там как бы все равно какая-то есть подстраховка. Пускай, конечно, не так прям 100%, но тем не менее, те люди, которые у нас есть представители, они помогут вам именно в выборе поставщиков. Или проверить, что за компания. Факт, что мусульмане, просто проверить. Конечно, конечно. Вот в Европе, чтобы вы знали, африканцы, которые приезжают, там, берут гражданство, они открывают фирму и там начинают там толкать там какие-то товары и говорят, что салям алейкум, я мусульман, на самом деле он, Иман Загив, как скажем, он может сказать вам, сегодня да, завтра его деньги перевели, и все, он пропал. А какой у вас товар, к примеру? Топливные брикеты. Топливные брикеты. Топливные брикеты хорошо идут в Европу, но там они цену маленькую просят. Вот. В Саудовской Аравии у них некоторые виды, в некоторые сезоны и в некоторых провинциях они очень Холодно. любят, и холодно, и у них за вырубку деревьев там такие космические штрафы, что проще там, я не знаю, проще там хоть по любой цене купить, но если ты срубишь дерево, тебе просто Да. распнут. И такой момент, то что они очень любят, и даже в Эмиратах, они очень любят семейные праздники, и они семейные праздники, которые, как у нас, только не бур, а еду какую-то на огне, настоящую. И, соответственно, в дорогих ресторанах там тоже используется настоящий огонь. Потому что на газу, там, на электричестве так не приготовишь. То есть, и у меня есть хорошая цена, мне просто нужно там покупать. Давайте, конечно, обсудим вопрос. Вопрос хотел спросить тогда есть ли такие услуги или как вообще обучающие, то есть чтобы научиться именно на мировом уровне работать? Вот вы же говорили, вот как изучить, например, берешь страну, например, поставщик, то есть не обязательно со своей страны же. Вот есть, вот, например, там, где выгодные условия производителей, где у кого-то этот дефицит, например, туда, вот это есть вообще, кто-то занимается этим, как-то обучает, или есть такие как бы обучения, они, как правило, есть такие проекты, да? Потому что это же как бы, понятно, что у кого-то есть какое-то направление, а есть как бы побольше возможностей. Там, если я согласен с вами. Иногда приходят, вот у нас есть торгово-промышленная палата в России, это в Челнах, знаете, да? Там у них бывают такие тематики, вот именно связанные с внешнеэкономической деятельностью. Есть специальные курсы, вот, по-моему, в 37-м там обучают ведению, но там они обучают больше таможенным декларациям. То есть покупаешь программу, обучаешь и сам таможишь. Ну это же таможня, это как бы услуги. Услуги, да. Нет, а именно возможность. Возможность. У нас, допустим, по поводу обучения экспорту, импорту и вообще международного как работать, Есть там этот. недавно создали первый курс для женщин, сейчас называется КФУ, и с такой промышленной палатой и совместным инвестиционным развитием заключен договор о создании мужского добровольческого клуба.
КФУ, это федеральный университет, где очень мощные преподаватели, международники. И насчет того, что это КФУ, и торговая промышленная палата, и агентство инвестиционного развития, мы туда привлекаем очень крутых практиков, которые именно уже занимаются этим. Форма обучения там сейчас рассматривается несколько видов. Форма обучения очная, там будут курсы, допустим, недельные, месячные, как еще на стадии разрабатывания, опять же, сотрудники КФУ, Нет, я сам как бы получается. учебный план, они разрабатывают совместно с агентством инвестиционного развития. Но опять же у нас есть возможность обучиться этому на своей практике. Ну, я сам финансы закончил, нас этому не обучали. Именно практики не Нас хватает. этому не обучали. Но здесь там исламская бизнес-школа для чего создается? У Татарстана есть очень много возможностей, так как она исламская, так скажем, исламский регион, очень много хотят привлекать денег именно из-за рубежа. А как работать? То есть инструментов, к кому обращаются? Обратились к нам в ассоциацию, говорят, у вас есть представители, у вас есть сети, давайте вместе создадим вот эту вещь. То есть, а чтобы продавать, нужно обучить людей, которые будут продавать. У нас же, опять, как я сам говорил, страна отстала, и у нас люди не все, многие производят такие хорошие вещи, но не знают о том, что его можно отправлять за рубеж и зарабатывать больше денег, чем здесь продавать, долбиться через какие-то там... Ну, есть еще вот, да, есть еще, конечно, Об этом я А хотел больше, чтобы... как раз вот на этой школе, на базе этой школы, и опять же у нас торгово-промышленной палаты Татарстана есть договор. То есть они очень такие, так скажем, на партнерских условиях работают. То есть можно прийти, обратиться, то есть к людям, они объяснят, расскажут. То есть это им тоже галочка. Они свой плюс на это тоже получают. вот мы еще как вот наши услуги, я вам говорил, да, когда вот иностранный контрагент обращается, начинает нас спрашивать, а кто вы такие, что вы такие. Мы сразу ссылаемся на что? Я говорю, если вы сомневаетесь в нас, я говорю, пожалуйста, у нас есть представитель в вашей стране, позвоните ему, и он, и к его... Общественная организация? Ну, еще забыл сказать. Смотрите, а что такое Говорил. по АПМ? То есть это площадка, где предприниматель может реализовать свои какие-то товары и услуги. В преобладающем большинстве это между мусульманами. Членами ассоциации, точнее, в этом, так называемом, клубе ассоциации мусульман могут находиться и другие конфессии, люди других конфессий, но они не могут быть членами, они могут быть только партнерами. Чем отличаются члены партнера? Тем, что члены ассоциации могут избирать, голосовать, участвовать именно в общественной жизни и, так скажем, в выполнении миссии ассоциации, а те, которые не мусульмане, уже они просто могут с нами работать. У нас, допустим, сейчас готовится проект с христианскими предпринимателями совместно. Это тоже, то есть, они готовы вкладывать, они не знают, куда это вложиться. То есть, нужно понимать, что это бизнес, ничего плохого нет, то, что ты с ними работаешь. Просто они должны принять наши условия, вот и все, по договорам, по всем этим, то есть, чтобы юридически и по шариату было это, то есть, нормально. А здесь Челнах кто представитель? Здесь Челнах представитель пока я, в скором времени мы уже практически утвердили одну кандидатуру, в скором времени мы объявим об этом. У нас есть сайт, вы можете зайти на сайт, смотреть все, что вам интересно. Во многих странах, вот как Ихсан сказал, у нас есть представители, к которым также вы можете обратиться и сказать, слушай, я хочу представлять вашу страну. Чем как бы наломать дров изначально, вы можете вообще к представителю обратиться и сказать, слушай, я хочу вот в эту сторону поставлять вот это, вот это, вот это, как думаешь, пойдет, не пойдет, кто там такое изучить. То есть вы можете, сидя дома здесь, запросить такие моменты, потом уже принять какое-то решение, дальше работать или нет. Опять же, допустим, обратиться к Ихсану, там, сказать, слушай, я вот хочу вот этим заняться, как ты думаешь? Ну зачем ломать голову, когда есть уже человек, который уже изучил? Ну, у нас, конечно, вот еще добавлю, есть такое понятие, как геополитика, забыл сказать, да? Ну, понятно, что вот в арабских странах, конечно, многие говорят, тогда выйдем, поможем,
Там, конечно, вот какая ситуация. Вот кто был в хадже, да, кто вот был в Дубае, видите, там как вот там и турки сидят, да. Но понятно, что вот такие компании, как, к примеру, там Бен Ладен Групп, да, ну, знакома, да, фамилия Бен Ладен Групп, который стройкой занимается, или арабские там конструкции, это фирма такая большая, ACCC. Понятно, что вы туда не зайдете, вас туда никто не пустит, потому что они крупные фирмы, они работают, там уже сидят европейцы. Как правило, уже давно сидят европейцы там. Поэтому можно найти, конечно, там, как-то выйти. Это вот, я говорил уже, какие продукты. Вот брат предложил тоже туда выйти. Как бы, может, там надо это все анализировать. У них деньги есть, но такие деньги есть, но там тоже надо быть очень внимательным. Там тоже есть такие как бы вот этнические, или кто туда приехал заниматься торговлей, очень обратить внимание, чтобы потом не попасть в беду. Вот. Ну, в принципе, все. Кому интересно было, всем спасибо. Салям алейкум, братья. Поэтому обращайтесь.